готовим пиццу по-детсадовски. Эту пиццу по-детсадовски рецепт я даже рассказывать и показывать не буду. Думаю, что сейчас приготовим с Ларисой. Это очень легкий рецепт, я миллион раз показывала. Он готовится из чего? Самое главное. Он готовится из того, что до утра осталось от гостей или же от домашних, там, от семьи, недоеденной колбасы, недоеденного сыра. Вот так я по мешочкам, видите? Вот один раз остался вот сыр, нарезанная колбаса. Никто не ест. Я взяла мешочек, положила и в морозилку засунула. Вот в одном мешочке. Видите, вот в другом мешочке даже с помидорчиком лежит. Вот Лариса взяла замороженный. Видите, какой страшный вообще. Комбо, да, вот тут. Сыр, намад, мешочек атаганда. Удобно сразу ингредиент натирается. Берешь сразу все вместе, буталом сразу трется. Потому что мы все ингредиенты будем уже в бутках мешать. Не жалко выкидывать продукты. Ну а что? Конечно. Конечно. Вот так вот осталось, видите, вот и все. Все смешиваешь, да. Пожалуйста. Очень вкусная пицца получается. Хадр. Ох ты. Ничего камерда халып қойды еденге. Потому что урын жоқ. А что еденде? Ничего страшного. Хадыр кеше ядайында опять-таки. Еденде қамырға қойға ярамайды. Ай, иденді қамырға қойға. Қамырды иденге қойға ярамайды. Элек вообще біз лапшаларды иденде кептірейінік. Дивандарға. Тізіп шығайын. Элек мендерлер еще шылай тізіп қоялар, мендерлердің үстеріне бұл. Простынялар үстіне. Короче, тут с Ларисой бизнес-идею придумали. Будем продавать тесто. Тесто от башкирской домохозяйки. Понятно? Скоро замутим. Пекарню еще откроем. Вот, смотрите, у нас на пиццу мы вот так намазываем. Это у нас сой... Ай, какой соевый соус? Не мягко не было, не больше. Это не мягко. Свой соус. Томатную пасту развели водой и вот так намазываем. Начинка. Что-то тоже начинка переборщили мы Ларисой не башы, бляха-муха. Мы уже прям кулды-то голодают, басрак кулды. И уже бутаевать. Вон, да, короче, видели, что мы резали. Вот это все мешаем. Можете также добавить зелень. Что еще можно добавить? Лук, кто любит. Грибы, кто любит. Маслины. Вот что. Болгарский перец, да, все. Ананас. Ананас? Да. Ананас делают с курицей, кстати, очень вкусно. Да? Ай, Я люблю это. я тоже. Ой, нет. И там был вообще. Погоди, оказалось много, да? Охренеть. Надо будет отсюда еще забрать, наверное. Слишком много там. Отсюда чуть-чуть заберем-ка. Ну, тут у нас начинка толще, чем тесто. Вот смотри, как быстро, видишь, да? Как пицца быстро делается. Шап-шоп, и все готово. Лист. Вот чек. Мы будем снимать трэш-байер. И для этого Лариса специально на Wildberries заказала трэш-игрушки. Реквизиты. Реквизиты. Сіз курсия кезде ол мужик Wildberries'тағы нешек меңа қорады. Да? Блин. Там мужик подал, они же там сканируют QR-код. Аларың барлығы көріне бетінде, что за товар, тегінде сразу, наверное, 18 плюс yazылған дұрыйды, блин. Ол тегінде айты, на меня такой посмотрел. Теге вонючий, нету. Хороший кожадан тегілген. Қаралы. Тоже замма, но не инди. Кожаный, естественно, но иси ее. Обычно же воняет, как не знаю. Это вообще сізге ебет ебір. Это что? Оу май. Бұқылды маңызын. Менің ауызға ғаймай, бляха-муха. Ага. Вот куры керек. А это вообще, мне кажется, ваши любимые. О, да. Ваш кнут. Бұны вообще үйде можно үйіріртірге, бұна. Кім тыңлашмай мені. Шап күтіне. Блин. Ана Диля туған күнді алып берген хлопушка тоже сәбейді. Алқады кетті мекен ол хлопушканы. Білмеймін, алып беріп тұрам тебе, алып тұра салайын де. Вот кнутик. А бұны неме? Наручники. Ух ты. Наручники. Офигеть. Прикиньте. Ну, бұл даже неге гіне еп тұрғаны даже прикольно, да? Бұны даже просто кей беруге прикольно. Ана менің ерімді теге. Көп хайлама сескілерді. Мен типа рок-звезда. Ошыны киіп алған болды. Женщина-кошка. Женщина-кошка и браслеттар. Прикиньте. О,
А это Ну, для чего? два их и Нет, кровать. а вот это что? Это вас зацеплять, что вы не двигались, кровать на Господи, у нас кровать это плюшевые, никуда не зацепишь, не баши. Придется инде, брат. Не плюшевые игрушкалармен еще юқтайым. Батарея болса да бейлеп қойсалай. Господи, немегіне ойдап тапмайдар Бүгін өте. испытать етәгін, Альберт. Это твои, бір хиңе беріп қайтарып беріп. А ну, хотя давайте. Хин башын түшірәхің дахың. Пригодится мне. Эй, кстати, давай вайнды башын бұнда түшірәхің. А, давай, давай. Или хин үйді түшірәхің. Ё, мы дочерим. Бұнда Ай. түшірәхің. Мында түшірсін сізге түңгілікке қалсын. Нет, я думаю, квартира керек. Разжечь огонь. У нас уже огонь не разожгешь, все уже. Ну, Альберт, ты может, хочет, наверное, разжечь. Милюша па из крана шығарасыз. Лариса біле, қаралы, несек даже клубты қара, күрәтті қара. Аны мен даже білмеймін, что шулай істерге бола. Между прочим, когда в тот раз өтек, біз немекелі ошо вайнды түшірәді тип, уйданықта шунан хоң салат қайта, мен там где взять реквизиты икантейін бітінде, шан хоң Ларисаға ядабы дейінді. Ай, салат это Ларисадан хорағыт дейінді, Лариса тауып берәт дейінді. Ну, лягем по-любому да бар, тип. Ай, Лариса Лабар, ты, мен чего ты взял Лариса Лабар, тегенем, салат это, ну, дәртлі қатын, тегем. Шулай тені салавар. У меня есть что не было, видите, я Шунан Ларисаға ядған енек, представляете ме? Лариса керек вот такие секс-игрушки для вайна тегенем, Лариса бір минутта өтмәне фотография бәрі. Милоша пайды мына ошында хатылады. Я чисто случайно проходила мимо ты и шунда фото түшіріп алдым ты. Ну так и было, это было случайно, господи. Анда как раз распродажа барады. Я же вот говорила, Милюша Пай, блин, когда работаешь, нужно быть готовым ко всему. Вот я уже готова ко всему. И на шуға всякий секс-игрушкаға случай- фото түшіріп Даже оказывается. Ансен там уже, видите, на всякий случай. Боже, боже. Первая партия у нас отрабкает то, что надо стар. Мы немножко отвлеклись. Ну, так-то нормально. Вот такой вот. Тоненькое тесто. Ефе хатар. Там не. Большой хинес. О, рахмат, Артур. Лариса қарау тұрайын. Лариса, қарай. Лариса қарай. Лариса қарай, хал бәрі. Ауда сырға. Тұтсаны. А дегустируем. Тұтса. Так, бисмиллахиррахманиррахим. А? Ну как? Наивысший вкус. Да? Не лақшай. Сәмле? Конечно, сыры бұнда химбілақ мұнінде сырдар. Нде? Бұнда сулун гине. Моцарелла. Богатые сыры. Ламбер. Не айтам да қонақтардан қалған астаттық сырдар, колбасалар весь елған шулардан ішлем дахын. Шоғал аша тәмлімді. Тоғатам да. Не сыткан, да? Вкусно. Лариса, попозже попробуешь. Лариса, а ничего сиңа? Почему он вкусный? Қонақтардан қалған ингредиенттардан потому что салған. Сонда ғана тәмді болады. Микс. Вот в чем секрет. Шулай қонақ болғақ, а Лариса тоже так приготовили. Особенно қонақтарда. Но у нас обычно после қонақ ничего не остается. Да? Нет, я говорю про него. Үстелдердің тұрып қалаласың. Ага. Әлеметмейсің? Ең өзің мұны кегіз плюшка маққына. Да? Кеңе вообще төсі нық келеші Лариса. Тебе оказывается синий цвет Милюша вообще. меня это заново приучает одевать яркие цвета. Конечно. Я в одно время как-то переставала уже Да? носить, да. Ой, я люблю яркие цвета. Вообще. Я раньше носила, потом что-то как-то перестала. Біз бұнда тегіне халаттар переодеваться етіп вайнда түсіріп алдық. Салават еще пока работает. Салавата мы еще пока не отпускаем. Пока он все не доделает, мы его никуда не отпустим. Настал день X. Альберт едет на консультацию со своими глазами. Ему будут делать блефаропластику. Но не сегодня. Сегодня только будет консультировать хирург, который будет делать ему операцию. Все-таки Альберт решился. Ты решился? Боюсь я, блин. Боишься? Боюсь. Что говоришь? Сәсін қарға аяғы, Альберт. Ошай бараң ма хирургка? Это сейчас модно так? Кім айтады модно? А? Модно, я моду продаю. Моду создает қарға аяғы, блин. Оф, Альберт. Ну нет, ты готов? Нет. Блин, не готов я? Нифига. Паспорт взял? Мен Маша паспорт взял? А где мой паспорт вообще? Қайдан білемін мен сенің паспортыңды? Я хочу купить такой же карнивал, ну поновее, ну новый. Вот нашли один, вроде не нашли, а смотрит 25-го года, то есть годовалый, февральский. Он весь, то что есть в машинах, у него все есть абсолютно. Даже на втором ряду сидений
есть и обдув попой. Абсолютно все есть. Да. И в новом карнивале, друзья, он вообще умный. У него на торпеде, где вот этот показывает, не надо по зеркалам смотреть, он прямо тебе там показывает зеркала. Да, когда поворот включаешь, сразу же. Но это не только карнивал, у полисадов тоже есть сейчас. Ну вот, друзья, с 1 апреля у нас все закрывается лазейка через Кыргызстан. Там не только Кыргызстан, ну кто в Евразийском, поехали, таможенном союзе. То есть, если там растормаживали раньше машину, завозили спокойно сюда. Сейчас нет, сейчас тебе все равно утильсбор надо платить в России. В любом случае, поэтому теперь все. Лазейка закрылась на все эти машины, на новые машины. И вот теперь вот утильсбор, смотрите, если карнивал сам стоит, вот 25-й год в Корее, он стоит 3 миллиона 200 тысяч, 400 тысяч, 3 миллиона 400 тысяч на наши деньги. А машина стоит более 5 миллионов. Остальное мы платим, друзья, 2 миллиона где-то. Утильсбор? Смотрите, утильсбор. Утиль — это утилизировать машину, да? За 2 миллиона кто его утилизировать будет? Никто же не будет его утилизировать. За 2 миллиона, это же, блин, уму непостижимо. Сразу признали бы, что это налог на автомобиль и все. Чем старше машина, тем утиль, значит, повыше должна быть. Потому что более старые машины, его надо утилизировать. А вот зачем новые машины утилизировать? С Китая тоже возят машину, но с Китая вроде как там еще как-то умудряется. Я не знаю, с 1 апреля они сами не знают, какие цены будут. Но пока новый Хайландер выходит 5 миллионов 200, 5 миллионов 300 тысяч. Хайландер это меньше, чем Крузак, но больше, чем RAV4. Вот он тоже семиместный. У него не такой комфорт, как Карнивал. Вообще, я вот сколько обзоров смотрел и даже знаю, что Карнивал считается один из самых комфортабельных машин, ликвидных машин. Ликвидный — это за сколько ты купил, за сколько ты можешь его продать. Китайский вот минивэн или что-нибудь купил машину, там, ГАК, там, какие еще есть, Хончи. Купил, выехал, и тебе машина минус 20, где-то 15-20% цены уже все нету. То есть миллион, грубо говоря, купил за 5, выехал уже 4 он стоит. Тоже в Авито смотрел, очень много, тоже много продают. Хончи, он вроде престижная такая машина, да, дорогая, там сколько он стоит? 7 с чем-то миллионов стоит. Можно 24 год купить за 4 миллиона. Вот который Карнивал я продал свой. Я его за сколько купил, за то и продал. Хайландер хорошая машина, она неубиваемая, но комфорта там вообще ноль. Но он семиместный, но у него обычный крестный, как, ну обычно вот этот, он здесь такой крест, и сзади третий ряд вообще тесно, но вот так всего. Он же под базе очень короткий, а бездорожье она хорошая, туда-сюда. Дальняя дорога, на нем ты устанешь. Ну вообще Toyota считается в мире самой надежной машиной. А Карнивал, друзья, на трассе он поет. Ну он не поет, он плывет. Поет. Поет, плывет. Да. Он не чувствует дорогу. То, что она широкая, тяжелая, да, длинная. Что беспокоит, что мешает? Ей мешает. Ей мешает. Ничего мне не мешает, но у тебя же... на ту неделю. Нормально все будет, что ты переживаешь. Он просто боится. Ну вот видите, у него уже глаза вот опустились, веки вообще сильно. Ну-ка вот покажись, вот. У него уже ни ресниц, ничего не видно. И взгляд такой тяжелый стал. Надо, чтобы у него взгляд открылся, помолодел. А самому... Глаза расширились, горизонты. Я привык так же. Привык так же. А сами вы хотите операцию? Она хочет. Нет, он просто боится. Просто боится. Глаза закрывайте, пожалуйста. Не сильно, вы просто как обычно делаете. Открывайте глаза. Вот такой избыток у нас приметный есть. Угу. Внизу закрывайте, пожалуйста, тоже. Открываем. Угу. Здесь тоже избыток, в принципе, есть, который можно будет удалить. Ну, много же, да, у него избытка. Ну, у мужчин всегда больше, чем у женщин. Да? Вот, А почему? бывает чаще всего. Идемте. Вот, давайте я вас сфотографирую. Так нужно по центру ровненько встать. Хорошо. А почему у мужчин больше этот избыток? Потому что кожа у мужчин чуть-чуть хуже. Раз, во-вторых, мужчины в принципе не ухаживают за кожей, поэтому она тазируется. Ну, просто еще есть такой момент, что мужчины не обращают на это время особого внимания. Вопрос еще раз, самый главный. Вы сами-то настроены на операцию? Ладно же, если все уже настроено. Уже решили, да? Решили, да. Такой очень
важный момент, потому что в первую очередь важно, это же не какая-то жизненно важная операция, это все-таки эстетика. Когда эстетика и пластическая хирургия, основное такое показание, это желание у пациента. Если она совпадает с показаниями медицинскими и возможностями хирурга, то мы выполняем операцию. Если пациент сам не желает оперироваться, то тут как бы возникают вопросы. Нужно ли это делать? Желает, будешь Да, эстетичный. желаю. Хорошо. Следующий момент. Сколько вам лет? Сколько мне? 48? 48. Заболевания есть какие-нибудь? Там сахарный диабет, инсульт, инфаркт, не было ничего? Нету вроде у него жалоб, все Я нормально. строитель вообще жалко. Строители не жалуются, да? Я не падаю, не ломаются. А сами что хотите? Только верхние веки или все? А что ему и нижний этот у него есть, да? Грыжа же, да? Или что это у Ну, него? грыжа, здесь не только грыжа, есть еще и птоз. Что это такое птоз? Птоз это лишняя, ну, когда вот лишняя кожа образуется и падает. О, нет, давайте мы ему верхний и нижний сразу сделаем. Но если есть у пациента сомнения, я бы начинал только с верхнего. У него всегда сомнения, он ничего не хочет. Он даже волосы не стрижет, пока ему не скажешь, иди постригись. Поэтому у него он не будет делать, я же знаю его. Хочет. А после операции сколько пить нельзя? И вот, Как минимум месяц я обычно рекомендую О, своим пациентам воздержаться как от алкоголя, так и от сигарет. Вот как раз тебе это хорошо, разгрузка, печень твоя отдохнет месяц. Ну, до Турции, я думаю, как раз все заживет. Я надеюсь. Зачем мне вот это надо было? Ну, в смысле зачем надо, Альберт? А? Зато матура и пешерп кетен. Вот же сказали, мужики должны мужчинами быть. Улай тебя нема алдайың, Он сказал, этот мужчина, у всех мужчин бывают вот эти все. Что бывает вот это все? Ну, морщины туда-сюда. Он вообще ничего такого не говорил. Қара алдақты ёпырысыты. Он же говорил, что... Он сказал, что даже она қатындарда қарап подтяжка лица считает. Представляете, короче, сейчас вот этот доктор рассказывает. У меня, говорит, пара пациентов, женщины приходили, делали, говорит, и после увиденного результата, после блефаропластики, мужчины, говорят, ихние мужья, тоже, говорит, приходили на блефаропластику. Представляете? Они, говорит, видели результат на лице своих жен и говорили, говорит, о, мы, говорит, тоже хотим. Нижнюю тоже вот уберут лишние кожи, вот эти морщинки даже уберут. Представляешь, и вообще как будешь выглядеть, как 20 лет тому назад. Красавчиком будешь. Еще хуже женщины тебе начнут в Инстаграме писать. Да. Знаешь, молодо будешь выглядеть, Альберт. Потом меня спасибо будешь говорить, Нангбаши. Рахмат айтыр урна қара немеке возмущаться иди утра. Ну, еще не сделали мне проблемы еще. Сделают. А вдруг плохо сделают? Ничего неплохо не сделать. Бында самый крутой врачтар утра Нет, Нангбаши вдруг вообще-то. мне это не идет вдруг. Идет. А. Ну, ты хочешь выглядеть как 20 лет назад? Я не помню, как я был там. А? Не помню, как я там Я был. тебе покажу фотку. Психолог, телеведущий, философ, эксперт по коммуникациям, создатель первого иммерсивно-метаморфического моноспектакля «Путь героя» Лионел Урманцев. С кем, говорит, работаешь? Я говорю, вот, я говорю, как раз сейчас работаю. Не Равшану, есть такая, я говорю, башкирская домохозяйка. Я достаю, и я сначала показываю твою прежнюю, как бы тебя, да, я говорю, вот это, я говорю, она говорит, прикольно такая, говорит, харизматичная. Я говорю, сейчас подожди, я говорю, тебе покажу другую. Я перелистываю на последний, показываю, она говорит, это кто? Я говорю, это она. Она говорит, нет, я говорю, да, я говорю, это она. Она говорит, как она вообще, типа, она там вообще, она выпала просто. Она говорит, это что-то невероятное. И я у нее спросил, я говорю, ну вот посмотри, я говорю, твое мнение просто интересно, сильно она поменялась? Она говорит, конечно, не поменялась, говорит, харизма осталась. И вот она тоже сказала, если, говорит, есть внутреннее состояние, ну вот харизмата, да, харизматичное, там, говорит, хоть что-то, говорит, делай. Хоть твой мозг пересадят в робота, он будет такой же там, понимаешь, с харизмой. А люди говорят мне, что типа харизма моя ушла. Ушла не харизма, ушел образ. Мы очень сильно зависим от своего образа. Люди привыкают нас видеть определенный образ. Они его сами создали. Понимаешь? Вот у меня всегда, знаешь, какая проблема была? Я когда работал на телеке, я когда встречался с девушками, общался, знаешь, что они мне самые часто говорили? Они говорили, блин, а ты по телевизору другой. И я такой, а я-то молодой, мне лет там сколько, 17, 18, 19, я такой понять не могу, думаю, как это, думаю, так. И я долгое время пытался соответствовать экранному образу, прикинь. Ну, то есть по телевизору ты же такой ведущий, да? А в жизни ты обычный парень. И я встречаться там начинал с девушками там, через неделю, через 2, через месяц, они такие,
блин, нам надо расстаться. Я говорю, что такое? В смысле? Я говорю, что случилось-то? Он говорит, а ты в жизни другой, оказывается. И я говорю, как в смысле другой? Ну, говорит, по телевизору один, а в жизни другой. Меня это так обижало, я понять не мог. И вот много лет мне потребовалось для того, чтобы понять, что не нужно соответствовать образу своему экранному. Вот по идее, какой ты там, ты и в жизни такой должен быть. А есть аудитория, которая тебя либо принимает, либо нет. Кто не принимает, ребят, вот, пожалуйста, идите там, смотрите другие аккаунты. И вот это высшая ценность. Это называется, знаешь как, самоценность. Вот самооценка — это когда ты стараешься, помнишь, я тебе рассказывал, когда ты стараешься подстраиваться под людей. А самоценность, когда ты говоришь, ребят, ну вот я знаю, за что я себя люблю, я знаю, что я умею, поэтому если вам нравится мое творчество, классно, не нравится, ну, жаль, что. Точно. Помните, я вам тоже всегда об этом говорю. Ни под кого нельзя подстраиваться, Достар. Просто надо делать то, что получается, то, что нравится, но делать от души. Тогда и люди придут нужные обязательно. Да. Кстати, мы тут сидим, разговариваем, я же вообще не познакомила, кто этот вообще человек, кто это такой красивый мужчина, такой халатный, красавчик. Это мой наставник, коуч, мастер по ораторскому искусству Лионель. Сейчас скажу, не соответствует экранному образу. Да, мы немножко театральщину включаем, немножко играем на публику. Это тоже тонкое искусство, между А прочим. можно мне рассказать, как я выбрала вас-то? Давай. Можно? Ага. Это Кстати, интересно. я когда искала, помните, я говорила, что я ищу учителя по ораторскому искусству, да, это мне начали подписчики писать, выбери этого, выбери того, там мне ведущих БСТ, там телеканалов начали предлагать. А я еще давно слышала об одном человеке, то, что этот человек очень интересная такая личность, ставит спектакль, про его спектакль многие, кстати, говорили мне несколько раз, даже говорили, Милюша, иди сходи, говорит, тебе этот спектакль понравится. А я же вообще человек такой, по концертам не хожу, по спектаклям не хожу, у меня, во-первых, нету времени, во-вторых, мне это неинтересно было. И вот про этот спектакль мне все говорили. «Путь героя». Я думаю, что такое за спектакль? Все про него говорят. Ну ладно, но у меня в голове это отложилось, понимаете? Вот это отложилось. Потому что многие говорили. А потом начали про человека, который ставит этот спектакль, мне рассказывать. Я говорю, а что вы все про него говорите? Что за интересный чувак-то? Очень, говорит, интересный. Он, говорит, поменял, говорит, во-первых, я в первую очередь всегда от людей слышала, что он поменял свое имя. А я вот такая думаю, что это он поменял имя? И мне сразу вот это зацепило. И я начала расспрашивать, уже мне стало интересно. Я говорю, а почему он поменял имя? И мне, несколько человек, все по-разному, конечно, рассказывали, но в основном история такая была. Вот сейчас, кстати, хочу узнать у Лионеля, правда это или нет, что, типа, у него в жизни было очень много каких-то проблем, таких вот сложный период жизни был, и он понял, я не знаю, куда-то он начал путешествовать, ездить, и какой-то там, не знаю, мастер-сенсей, кто-то ему подсказал, что типа надо поменять имя, и тогда у тебя все нормализуется. И вот он поменял имя. На самом деле Лионель — это не Лионель. А как его зовут на самом деле, расскажем чуть позже. И вот прикиньте, меня вот это вот зацепила история, и когда мне начали еще несколько подписчиков писать, типа, вот очень хороший учитель по ораторскому искусству, коуч, мотиватор, там, я сразу же вот эту историю вспомнила, и такая думаю, ага, интересный человек, думаю, надо с ним поработать. Вот так я выбрала учителя. Интересно, да, люди? Вот, я же вот не знаю, я отзывы не читала, какой человек, там, какой он учитель, да? А меня зацепило вот то, что он поменял имя, то, что он поставил вот этот спектакль «Путь героя», про которого все говорят, что после этого спектакля там полное переосмысление идет, трансформация начинается у человека. Меня вот это вот зацепило, прикиньте. Называется личный бренд. Вот как на личный бренд, да, люди реагируют? Да, поэтому продвигайте свой личный бренд. Вот это я всегда про это говорю, что очень важно, люди очень часто заморачиваются, парятся, что про меня там другие подумают. Я имя поменял, Милюша 40 килограммов скинула, да, или сколько, или больше? 53. И тут ведь история какая, если тебе, хорошо, если тебе это помогает созидать, если тебя это не ломает, и если тебя это не опрокидывает и на задницу не сажает, вы делаете, что вы хотите делать. Всегда вопрос задавайте, как это повлияет на окружающий мир, что вы способны дать. Вот, например, тоже интересно, я когда имя поменял, раз уж про это говорим, я после смены имени, у меня пришел спектакль. И я могу сказать одно точно, вот что 100% я могу сказать прямо от души, не кривя душой. После смены имени жизнь поменялась на 180 градусов. То есть было чувство, что мне как будто бы открыли кран. И вот я поменяю имя, и спустя там буквально несколько месяцев у меня и приходит спектакль.
И я сажусь, и я пишу спектакль. Я спектакль написал, первый его образец я написал за 40 минут. Я его написал. И потом вот, пошла вот эта творческая история. Каждое слово имеет силу. Когда ты человеку говоришь, будь ты проклят, ну, насколько сильное, да, насколько ты посылаешь, или ну, чтобы тебе пусто было. А когда ты говоришь, благодарю, пусть у тебя в жизни все будет хорошо. Вот почему материнская молитва самая сильная? Когда там мама за тебя молится, или говорит, улам, рахмат, там казам, рахмат, пусть у тебя все будет хорошо. Это сразу силу чувствуешь, да, за спиной. А имя — это как обертка твоя, это как вот фасад твой. И когда, ну, что-то говорят, когда проклинают или когда желают чего-то плохого, всегда желают на имя. Там типа, Вася, да чтоб ты провалился. Да? И это все прилипает, вот этот негатив, он накапливается. Для чего? Вот я очень хочу, чтобы ты нашла для себя ответ на этот вопрос. Для чего? Куда ты двигаешься? Зачем ты это делаешь? Знаешь, почему это важно? Это очень сильная внутренняя мотивация, которая людей окружающих, которые тебя будут слушать, она их заразит. И они скажут, блин, вот она такая непосредственная, такая дурочка немножко, такая, блин, бесшабашная. Видно, что она веселится, куражится, ей это приятно. Но при всем при этом у нее есть ориентир. Она знает, куда она идет. Знаешь, сколько сейчас людей, у которых нет ориентира? У людей есть хотелки, у людей есть желания, потребности, у людей даже есть деньги. Знаешь, сколько людей, которые не знают, для чего все это нужно? Реально, люди не знают, зачем им деньги. То есть они думают, там, ну, iPhone купить, там, съездить отдохнуть, покушать шмотки какие-то брендовые. Нет. Все это, знаешь, это базовые потребности, которые очень быстро закрываются, и человек очень быстро ими насыщается. И если за всем этим нету вопроса «для чего?», чтобы что? Вот самый мой любимый вопрос, чтобы что? Я делаю блог, чтобы что? Ну окей, одеться красиво, подписчики, влияние какое-то, да? Чтобы что? Дальше, чтобы что? Я выступаю на сцене, собираю тысячные залы, чтобы что? Я не мог себе долго на это ответить. Вот я тоже не могу. Я все, знаешь, я так и думал. Я думаю, ну вот 100 человек соберу, а потом, ну, чтобы собрать 200. Ладно, окей, собрал 100, потом 200, потом думаю 300, окей, 400, окей. И первый раз по-настоящему серьезно я себе задал вопрос, чтобы что, знаешь, когда? Только когда я собрал 1200 человек в зал. Вот когда в зале было 1200 человек, я выхожу на сцену, отыгрываю спектакль, он заканчивается, и я стою в пустом зале, на пустой сцене. И я задаю себе вопрос, чтобы что? Вот ты их собрал, чтобы что дальше? 5000? Окей, будет и 5000, и 3, и 5, Алла Берса, и 10 тысяч будет. Чтобы что? Для чего? Что ты хочешь от них? Вот для чего ты это делаешь? Понятно, что Всевышний дает тебе силу, он дает тебе власть определенную, потому что слово, тот, кто вообще умеет словом владеть, это огромная власть. Это огромная власть. Власть — это не бабки, это не связи, это слово, как ты умеешь говорить. Я думаю, вот это человек, вот это мужчина мужчинский, который всем прихотям, всем капризам своей жены следует. Знаете, что самое главное? Никогда не запрещайте своей женщине делать то, чего она хочет. Вы будете с ней бороться, бодаться, она все равно это сделает. Вот молодец. Да. Мужик Вот молодец, пошел навстречу, и очень классно у вас получается. Спасибо. До коммунистической меня довезете? Пожалуйста. Камера қойдым, мақтар керек, значит, менің ашты. Ну, Давай честный отзыв, мен кетем. Her vakit hedin aş evet, iş gitkis. Men даже at aşın hedin bir verdik de termosman. Şun təmləp bitirib rəxətlenib öydə aşanım. Bördüm 2 gün yaşanım. Мен шапайдың ашын 2 gün aşanım. Кисәге получается июль күн. Дөресен әйткәндә мен шапайга керемешләргә ашарсың. Основная цель. Шулай. А потом гына это оплата, это контент. Вот. А беренцы цель это супер блюдо от башкирской домохозяйки. 4 сағаттық видео сохранил, шunu бөлер керек бұны. 4 сағат? Неме түсірдік 4 сағат бой? Түшіремін де білем секе, так. Это мое рабочее место, прикинь, мен ошында ятып іштейм гүлді. Мен ятып ішләм, йоқлап кетірем ау. Мен де, представляешь, мен ятып іштейм, йоқым келіп прямо уледіп. Шуға ырғып кіріп тұрам да посуда еғаштайым, ырғып кіріп тұрам да ашарға бішіре баштайым, ырғып кіріп тұрам да шында заготовкалар іштей баштайым. Поэтому кухняла іштейм, чтобы можно было резко встать и что-то поделать. Мен параллельно іштеп атам, и параллельно бішіре ятам, шында ашым бішеп, бұны бішеп, постоям, шай іштейм. Хороший метод. Тик ятып қана монтер етіп қана алай алмай.
Ұйықтап кетемін. Мен жүгіріп келем, отжиматься етіп алам. Ноги ұйқым келе уже тышқасыға беріп келем. Невозможно, уже ятып іштәһәм ужасный ұйқы келе. ВКонтакте'ла выкладывай, в Инстаграме выкладывай, в Телеграме выкладывай, в Ютубе выкладывай. И мен материалдарыма бутала баштайм. Бұны халмаған, аңдамайым кетем. Мен же бір күнде бір ішкіле материал халмайым бет. Мен бит разные материалы халам. Итак, дорогие друзья, у нас очередные съемки Вайна. Мы будем снимать с Салаватом. Салават сейчас в основном снимает все мои рилсы, рекламные ролики. Также Зарина тоже снимает рекламные ролики и рилсы. Но рилсы сейчас в основном у нас Салават снимает. А твой первый рилс, который ты мне снял, миллион набрал вроде, да? А я до этого вроде не набирал твои рилсы. Вот теперь ты тоже можешь смело сказать, как Урал и как Реналь. Я, который снимаю рилсы для вас, они только набирают миллионы. Потому что я, когда работала с Реналем, Реналь мне тоже один раз так сказала: вот видишь, которые рилсы я тебя снимаю, они набирают миллионы. Потом проходит время, я работаю с Уралом, Урал мне точно так же сказал, я даже в сторисах это выложила. Я, который снимаю рилсы, они только набирают миллионы. Теперь ты тоже точно так же можешь сказать. Мы будем переснимать мой старый Вайн. Я же иногда переснимаю свои старые Вайны. А Салават говорит: а чего, говорит, переснимаете? Могли бы взять и перевыложить этот свой старый Вайн. Да, многие, оказывается, так делают. А мне охота вот было переснять. Вы знаете, во сколько это вообще вот этот Вайн мне сейчас обходится, который сейчас мы собираемся переснимать? Сколько? Вот, бір сағат 7000 1 час стоит. Да, еще гармошку реквизит 4000 стоит. Представляете, сломанную гармошку пришлось купить. Съемки и монтаж, туда-сюда, бензин, короче, 20 000 обойдется этот Вайн. Представляешь, да? 20 000 1 Вайн обходится, друзья. Вот иногда бывают такие Вайны. И даже если он еще не наберет просмотров, обидно лайк, будет. пожалуйста, поедет. Пожалуйста, под этим Вайном поддержите нас. Сейчас еще подъедет Зарина, Лариса, потому что это Вайн, там надо несколько человек. Эй, Аллах, вот заморачиваемся мы, да? Так и надо делать, со всей душой относиться к своей работе. Мне моя работа очень нравится, я ее даже за работу не считаю почти что. Но когда вот без выходных работаешь, тяжело, конечно, уже иногда стресс в организме появляется, стрессовать начинаю, иногда плохо становится, но это временно. Мне буквально одного дня хватает отлежаться, и потом я опять с новыми силами начинаю работать. Вообще обожаю свой блог, и вот этот вот процесс съемок вообще обожаю. Допустим, Вайн снял, да, и если он не набирает просмотры, я даже не переживаю из-за этого, абсолютно не переживаю. Правильно. Да, я вот обожаю и переживаю больше всего за процесс съемок. Мне вот этот процесс съемок, он меня прямо, знаете, вот, мне очень интересно. Мне сторисы, для меня важнее сторисы. Для меня вот очень важны мои сторисы. Я за свои сторисы готова порвать любого, понимаете? Если кто-то еще ходит, мешается со своей камерой и снимает там, ворует мои сторисы, это все кранты ему, понимаете? Я сразу могу развернуться и уйти с этого места. Сказать: нафига мне одинаковые сторисы. Я вот за свои сторисы прям душу готова отдать. Учителя, которые обучают по блогингу, да, блогеры, они делают акцент на рилсы. Я считаю, что акцент на рилсы блогерам нельзя делать. Ну, нужно, но не столько внимания надо уделять на рилсы. Я считаю, что больше внимания надо уделять на сторисы. Потому что мы в основном зарабатываем со сторисов. И вообще вся жизнь проходит в сторисах. Твой рилс, ладно, посмотрели люди, да, пришли они к тебе, но они тебя не знают. И если они твои сторисы не смотрят, и если твои сторисы им не интересно, а просто рилс просто залетел и им стало интересно, они подписались, они потом могут отписаться так же легко. Но если ты заинтересовал их своей жизнью, которая у тебя транслируется в твоих сторисах, да, то они останутся с тобой надолго. Вот смотри, Лариса, это мой старый Вайн. Piknikka, urmanға шығып кетіп барады. Альбина өзінің әтесін замачит екен. Өзің кушать шашлык из әтесі. А Зарина өзінің фирменный самогонын алған. Қыздар, я самогон забыла. Я нечаянно. Короче, достар, біз бұнда Альбинова екеулесіп тұрып кетіп барады piknikka. Юкілі уже достарым. Самогон он как же тут бумай берген.
Я глинтвейн вам взяла, пирожки испекла взяла. Я же знаю, что такое ваши зимние съемки. Вот видите, Лариса уже знает, что такое зимние съемки. Пирожкилар алган, сейдар алган. Удасмаган. Глинтвейн. Пирожки Асығып тұрып келіп еткен. Ашық Пирожки с капустой, с яйцом, с ливером. Блин, можно я домой заберу? Салавату не давайте. Анын келеши бар, аға бішірген келеши. А меня біреуде бішірмей, Лариса. Азалия, бешірмей, что ли? Нет. Нет, Лариса, не давай. Ты не его ассистент, ему ничего не давай. Покушай дай, а домой не давай. Биленіп, мотор Черниковканы куттишиге ты постоянно. Кита надо, мы тебя выкидывать будем. Как? Не снимай так близко, в смысле выкидывать? С лошадки, саней. Сценарий, видели? Давай, мне пока одеваться в конце. Вы же снимали это? Ну мы снимали, но мы просто там не Но мы выкидывали. придумали другой сценарий. Там Нифига себе, немножко... придумали, блин. Если мы ее будем выкидывать, можно вот это отдать. Я свою не дам. Я не поняла, почему вам куртку жалко, которую вы будете выкидывать, а меня не жалко то, что вы меня будете выкидывать. Почему мне, я когда уже приехала, узнаю то, что меня выкидывать будут. А так бы ты не приехала. О, упала. Был баянский ли? Специально, блин, баян. О, еще небольшая она. Вообще красиво. У ней мол. Ну, Милюша хотела же для этого реквизит, чтобы... Вообще крутой, блин. Скоро у меня гараж, что реквизитор был. Альберт Я уже сказала, вам надо сдавать. костюмерные, эти надо создавать Скоро красивые. я буду сдавать в аренду свои костюмы уже. Самой себе. Самой себе. Баранья шуба, да? Ол харықты қылайын. Қатар мұшын. Это хоть теплый? О, шуны бисмилла хатып алдым. Они меня хаттылар, прикинь. Подписчиктар. А я думала, это дорого, блин, бишминга. Подписчики могли бы подарить ей. Не подарили. А мен алмастайын, мен яртмын. Бушқалар. Бұл немного? Менің ваши, Ларисаның даже босағы бар. Представляете, я просто охреневаю. Ты очень страшная женщина. Лариса. Опасная. Очень опасная женщина. Всегда с собой фонарик, открывашка, штопор. Біләгін машинада неме үйрет, арақы. Арақыма кешегіні отдала Да? кішілер. Кішілер попросителер отдала. Мен даже глютер тұрға могу. Земля сома. Господи. Лариса пирожкилер пішіріп келген, прикинь, Зарина. Қазір прямо ауылдақ сауыз бұнда. Истар. Ифтар өткәрәді прямо аттармен бірге. Бәлки қымырын да сып алыр. Алет. Сағат неше? Мен су ауыз ашсам бұлам. Сен уже асаңмы? Сағат несе, білмеймін. Әлі қарай. Давай Қанша қарай. бұлырға тейш? Ну, в 0, это 19:07. Ага, Все, сен ауылдақсың уже. Зарина, сен ауылдақсың Не, я сегодня не держала. Сегодня у меня мы? Женские дни. Зарина, ты что, останешься сразу? Не К нам знаю. поедешь мы? Не знаю. Потому что завтра рано утром уже в 9 начинаем. Немного начинаем. В смысле, ты забыла? Завтра Станислава, что ли, снимаем? Клининг. Клиентно. Ай, не ты что? Да, так не буталдым, салат. Салат, а ты Пон- знаешь? Да, в шоке, да, да? да. Я его предупредила уже неделю, ему напоминаю. Он в курсе, я ему написала всё. Опять для меня хотели наехать. Балмай, блядь. Балмай, блядь. Только вот Миша только пар хочет спустить, блядь. Соскакивает. собирается и не Соскакивает и Всё, не соскакивает, орём, не блядь. орём тут лошадь. Ай, атты құрғытмайық. Хау мұғы. Ой, какая красивая лошадка. Вау. Она этот, не испугается, не понесет. не испугается. Нет, она же спокойная. Вы что-то же с ней же снимали. Это она что ли была? А, здорово, Там ты что, меня не несколько узнал, что ли? Это я, Снегурка была. Сегодня я не Снегурка, конечно. Блин, надеюсь, он меня не боится. Он әдір ярты бол. Ну, Шағына. Привет, етің и яртаң. Если понесет, то понесет конкретно. Чё? Медленно шагом, говорит, быстро не гоним, говорит, а то он, говорит, прям в машиной, говорит, заедет туда, говорит, домой. Он не постесняется. Он же около дома. Вот, он пойдет домой. И нельзя показывать слабину. Да, будь жесткой, как татарочка. Будь пожестче. Будь жесткой татарочкой.
как со своим мужем. Ты умеешь быть жесткой? Прямо так и будь. Ай, қалай. Она шулает. Ох ты, блин. Она не просто так знает, где продаются эти секс-игрушкалар. Она ее даже не покупала, я думаю, она у нее себе держала. Да, конечно. Миша потом еще буду одалживать. Я говорю, мен бұлар манеріп мәгін өранып өтмеймін. Мен өзім біреуі білмеймін. Ларисанан тоже үйреніп келем всякие секс-игрушкалар. Лариса, коуч. Мир секс. Она сексолог. У нас время идет, я ваша час 7000. Поехали. Манда даже, Китайские знаете, машинки. Лариса Дурт Кружкова. Ей, молодец, Тенди, Лариса. Насколько все учится. Вот такого ассистента ни у кого больше нету. Видите, как Бог меня любит, что даже вот такого ассистента меня послал. Меня послал Зарину, Салавата. Ой, Глинтвейн, Лариса Эштеген, вкусный, горячий. Ой, Лариса, вообще ты что? Что меня сварила же? Сейчас мы там... Сейчас еще пирожки достанет свои. И просто офигеете. Пирожки все не съедайте, я домой забираю. Уста! Қарале! Вау! Инеңнің башы! Офигеть. Вот камера не Что за- передает запах, вы бы обалдели. Праздник у нас сегодня. Обалдеть. Эти Хатары? с яйцами. Где? Вот эти. Ага. Вот эти. С яйцами 2 штуки Альберта оставьте, 2 штуки с капустой меня оставьте, все не съедайте, пожалуйста, я вечером кушать не могу. Ифтар, у нас ифтар. А у нас? прямо мастерга ханта, кураган меляля чумпанерга ханта у нас. Ура, тигам был салат! Асықтыңмы? Ура, тигам был. Эй, Блин. как будто ты улья. Ладно, пойдет. Вы не кушайте. Это пранк. Смотрите, что взяла. А он не Что мог. это? Это, творог, мягкий творог, там десерт сделал, да, банан и шоколад. Это мой, понятно? Вот так Я вот. думала, просто много, я масала стоит. А, нет, не жареный. будем ничего есть. Я домой заберу, домой, Лариса. Так, девочки, чтобы моя команда всегда была в хорошем настроении, не стрессовала, не уставала, хорошо спала, не психовала, мына һеҙгә магния килде. Мына һеҙгә тоже достар рекомендовать там мине ҡарар алдынан магния эсергә. Минең стресстарымды. Ныҡ полезный. Мә, Салават, һиңә. Меня даже? Ну, магний савышта. Кем минемен эшләй, ул должен всегда спокойный быть. Магний эсергәрәк, обязательно. Айтам сестерим ағара башланы. Даже Азамат ана Ларисаға совет берген магний эсергәрәк әле, пожалуйста. Зарина, мә, магний савышта. Такие красивые вообще. Да, Короче, качественный. 3 таблетки, и все. Потом лишь помню, что ты спокойно работаешь. Да. Смотри, покажи, какой стильный хаотта. Стеклянный, качественный мотор, карат Да. и дизайн хевет. Очень красивый. Я 3 штуки сразу. Ешь. Зарина, Ингу, Зарина ашаны бында пирожки, менің пирожкini бітір екен бұл. Ну-ка, сколько там съел это? Лариса, ты считала, сколько она съела? 3 съела? да? 3. Третью есть. Барсина еще откусила. 4-ю. И положила мы обратно. Миңа берді. С ливером не будут. Если вы с ливером кушаете, Да. алысаң. Мен һеҙҙә күп итеп ашаным. Ну-ка, ашали тағам. Ой, мен туйдым. Һеҙҙә күп ашаным. Не Фрикадельки. Мы гуляем! Пьем чай с империалом! Погуляем!